Есть взамен этого инвестиции частные, инвестиции льготное кредитование по линии сельского хозяйства. И поэтому техника не предусмотрена. Сейчас мы готовим программу из этих 500 миллионов, которые в будущем году предполагается осваивать. И для того, чтобы обновить парк наших МТСов, мы уже список имеем. Вот с Милтоновичем мы это вопросы обговариваем, насколько можем, какую сумму. В пределах программы мы указали до 150 миллионов на приобретение именно сельхозтехники, необходимой для наших восстановления и работы МТСов. И в то же время пока определяем еще нам для освоения новых земель. Вот нам и поручено было главой государства и руководителем правительства приобрести очень дорогую стоящую технику, так называемую мульчер. Мульчер — это техника, которая сегодня используется для корчевки, для того, чтобы ввести в оборот уже неиспользуемые 10-15 лет. Там тоже, где стоит древесина. Сегодня для корчевки наших земель используются обычные бульдозеры, техника не специализирована для этого, и поэтому очень большие затраты на него. Но мульчер, это одна единица этого мульчера стоит около 27-30 миллионов рублей. Но хотя бы одна единица, чтобы осваивать эти земли, нам необходимо. Мы это тоже указываем в нашей программе и программе обновления наших МТСов. Ну, только таким путем в инвестпрограмме, к сожалению, этого нет. По рыбе я сказал бы, чтобы у нас внутренний рынок, но, к сожалению, вообще в Абхазии не совсем высокая культура применения, потребления рыбы, но тем не менее те предприятия, которые работают частные по производству, по выращиванию ценных пород рыб, они жалуются, что нет сбыта внутри Абхазии. Доступ к российскому рынку пока нет, это очень высококарантинный продукт, и на него нужны специальные аккредитации, переработка, чтобы попасть на российский рынок. И вот развитие, то, что останавливает наших этих предприятий, это то, что у нас внутри Абхазии, к сожалению, не особо пользуются эти виды продукции. Ну, они есть, цены, может быть, даже не столько цена, сколько мы не можем запретить тоже ввоз продукции, но и за пределы Абхазии тоже ввозится рыба, уже охлажденная, переработанная. То, что мы сегодня на массовых мероприятиях, я имею в виду свадьбы или там связаны, это вся рыба, которая лежит, она завезенная. Если бы наши предприятия смогли бы ее так переработать и в цене конкурировать, то, конечно, наши обращались бы именно к таким производствам. Но, к сожалению, это вот то, о чем я говорил, вот в Кальском хранилище, вот произвели, люди работали, смогли садки, это новое было для нашей рыбной отрасли, они поставлены дорогие, это садковое производство рыбы, вырастили 10 тонн икры, представляете, это очень много. Вот почему-то в Абхазии они даже уже раздавали, некуда было девать, никто не покупал, а на Россию возить невозможно было. Сейчас это получит аккредитацию, не будут возить. Но такая ситуация, к сожалению. А вот на рынке именно, когда идет рыбная бутина, вот сейчас то, что намечается, хамсовая бутина, у нас уже более 5 лет смогли навести порядок на море. То есть, когда разрешалось вывозить сырую рыбу, то есть вот во время путины, когда сейнеры имели право определенную часть рыбы, то есть качественную хамсу, не перерабатывать на заводе, а вывозить в Турцию, тогда это было очень сложно просматривать, следить за этой ситуацией, и очень многие недобросовестные участники этой деятельности, особенно из Турции, потому что все рыболовецкие суда и ценнеры, они фрахтованы из Турции, и ценную породу рыбу из моря уносили, и методы ловли, там запрещенные тралы, ну все это прослеживалось. К счастью, сейчас из-за того, что это все запрещено, ни одно судно, которое за время путины, определенное Кабинетом министров, скажем, с декабря по март месяц, ни один ловец или транспортник не имеет права покидать морские территории Абхазии без досмотра или вообще с рыбой или с какой-то продукцией. Поэтому вся выловленная продукция идет на заводы. Другое дело, что это уже продукция другого рода. А вот хамса, чтобы хотя бы хамса была на рынке
Все заводы сегодня, я вас уверяю, они даже заявляют, готовы просто так, определенно, они, если они в день завозят до 70-100 тонн рыбы на завод, 100 килограммов дать им ничего не стоит. Но на нашем рынке, к сожалению, такая ситуация, что этим занимает определенная часть, скажем, не монополия, а вот наши, цыганской национальности, они как-то вот у них заберут, потом они там торгуют, и одним словом не хотят наши работники торговать, не совсем, да, вот знаете, вы не хотят наши торговые магазины заниматься этой. Ну, да. И хамсу тоже не хотят. Да, и хамсу, да. Пожалуйста. У меня вопрос.